На этой неделе вся страна отмечала великий праздник – День Победы. Кыргызстан вместе с другими братскими государствами Советского Союза в далеком 1945 году встретила долгожданную победу. За период войны всего было призвано более 300 тысяч кыргызстанцев. Погибли порядка 100 тысяч человек. Орденами и медалями награждены более 150 тысяч кыргызстанцев. Среди них Туркенакун Бишимбаев. Он был свидетелем страшной и самой кровопролитной войны. Со своими товарищами он освобождал от фашистской нечисти Балтику и встретил День Победы в Литве. Сейчас ветерану 99 лет. Беларусь приехать, открыли немец Белоруссию бомбу. И там было, воевали 4 раза, попался осколка у меня, 4 места. Ее 15 дней в госпитале лежат, а потом привели в другое место. Урменский, это Чехословакия, Венгерия, Румыния, Молдова, сторону вот это. Среди отважных юных героев, которые стремились попасть на фронт и дать отпор противнику, был и Михаил Сухинин. В годы войны он был самым молодым солдатом в Красной армии среди кыргызстанцев. Начал свой боевой путь на Брянщине. По словам 97-летнего ветерана, там в начале войны шли ожесточенные бои, и он помнит те дни, и дни, когда узнал весть о победе. День Победы был 9 мая. Мы, солдаты, стояли на границе Германии. Этот радостный день. У нас слезы у некоторых появилось за то, что мы победили. Но были слезы, потому что многих наших ребят не осталось в живых. Очень больно было. Но нас в покое не ставили. Мы стали все равно маршировать, у нас тревоги и все прочее. День Великой Победы отмечает также ветеран из высокогорного Атбаше, 98-летний Тапа Керимкулов. Он начал свой боевой путь со Сталинграда. В буквальном смысле прошагал пол Европы и встретил долгожданный День Победы в Альпийских горах Австрии и Германии. За отличную службу награжден боевыми орденами и медалями. После 1945 года еще 5 лет служил в Европе и потом вернулся на родину. Сейчас, слава богу, все в порядке. Самое главное – это мир. Нам надо беречь мир и спокойствие, которые достались нам жизнями тысяч советских людей. Помните и не забывайте подвиг солдата. Дай Бог всем мира и благополучия. 98-летний Амантур Токтоназаров – единственный оставшийся на сегодня ветеран-фронтовик в Иссыкульской области. Он прожил яркую жизнь и в эти праздничные дни принял участие в торжественной церемонии. Ветеран со слезами на глазах вспоминал те трудные дни. В этом году жители региона отдают дань уважения Амантуру Токтоназарову. Спасибо всем, что не забывайте нас. Желаю всем мира, добра и благополучия. Единственного оставшегося ветерана в городе Ош, Касымбая Чулдошева, также поздравили с почестями жители города. Как и все патриоты своей родины, он пошел на фронт добровольцем. Воевал на Западной Украине и прошагал пол Европы. Весть о Дне Победы он встретил со слезами на глазах. От всего сердца хочу поздравить всех с этим великим Днем Победы. Хочу пожелать мирного неба над головой. Хочу попросить, чтобы все всегда помнили о том, какими усилиями досталась нам эта победа. Сколько солдат полегло, сколько не вернулось с войны. Это важно помнить и чтить. Николай Кузьмич Мироненко – ветеран Великой Отечественной войны. В этом году ему исполняется 97 лет. Родился в далекой сибирской тайге. В начале 30-х годов прошлого столетия приехал с родителями в город Фрунзе. В 1944 году его призвали в действующую Красную армию. Несмотря на то, что он рвался на фронт, его отправили на границу с Ираном. По его словам, на южной границе было неспокойно из-за немецких агентов. Отец погиб в Смоленске, сестра, инвалидка, пришла домой, и я вот как я. 3 человека. Притом, мать была инвалидка,
И то всех забрали. Все защищали. Мира. Да, только мир нужен. Самое главное, будет мир, и все будет спокойно. Не надо забывать также о тружениках тыла, ведь без них вряд ли была бы скована победа над грозным противником. Труженик тыла Шашен Керимбаев в свои молодые годы выступал с балетом перед самим Иосифом Сталиным. В военные годы, будучи юношей, он поступает в театральное училище, тогда еще города Ленинград. В военные годы Шашен Керимбаев со своими сверстниками, не покладая рук, трудился на маковых полях. После того, как война закончилась, он исполнил мечту и получил образование. Далее пошел по карьерной лестнице, успел поработать и в сфере журналистики. Сейчас 99-летнему труженику тыла тяжело вспоминать те трудные военные годы. Получили приказ Кремля из министерства, что немедленно распустить всех наших ребят, которые приехали с разных республик. И вот все мы собрались ехать на родину. А в вокзале темно, полутемное время такое, потому что свет нельзя зажигать. Вот, это опасно, самолеты летали. И тогда вот мы в течение одного суток, 1 суток, по-моему, побывали в вокзале, а потом решили отправить дальше. И мы попрощались со всеми друг с другом, и никогда больше не видели друг друга. Все мы разъехались по разным республикам. Отметим, что в честь праздника оставшиеся 39 ветеранов нашей страны, а также труженики тыла и блокадники получили от государства единовременную помощь в размере 100 тысяч сомов. Так, 9 мая председатель Кабинета министров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева. Акылбек Джапаров поздравил ветерана с Днем Победы, выразив благодарность за проявленную отвагу, силу духа и героизм. От имени президента он вручил ветерану 100 тысяч сомов, выделенных из фонда президента. Акылбек Джапаров пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия. Аспек Джумашев родился в 1924 году в селе Кызылберлик Аламудинского района Чуйской области. Он был призван в армию в 1942 году. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени и юбилейными медалями. Bilimli olsun, ilimli olsun, yetişken durmuş olsun. Эрмек Куренкеев, Асқар Маратов. Итоги недели. Ömürlü olurlar. Yaxşı. Молодец, yaxşı.